Это сейчас счастливые и довольные, они могут не переживать и спокойно беседовать, а буквально месяц назад каждый из них был занят своим проектом. Воспитанники Кванториума вновь удивляют своими результатами. Порядка 10 призовых мест на всероссийских онлайн-соревнованиях. Один из тех, кто получил первое, Сулейман Плиев. Решил я принять участие в конкурсе, потому что мне нравится сама сфера Scratch, IT. Самое трудное, наверное, было это вопрос делать в работе. Получила я место первое. Когда я впервые узнал, мне сказали о том, что я это получил, я сначала не поверил, ну что, как? Потом я пришел сюда, мне все начали говорить, ты получил первое место. Я был очень обрадован, и все. Настоящая кладезь талантов, долгожданное первое место получила и Раяна Харсиева. Не прошло и полгода, как она пришла в Кванториум. Мастерству IT-программирования обучалась быстро, было желание. А когда узнала про конкурс, решила сразу же принять участие. Моей задачей было создать инфографику одного из героев инженерных войск. И я выбрала Михаила Ильича Кошкина. Мне понравилась его история, как он создал танк, несмотря на то, что был пекарем. И он, конечно, умер до Отечественной войны, но все равно вел какой-то вклад. А почему решила участвовать в конкурсе? Изначально такого желания не было, потом как-то, не знаю, захотелось. Все конкурсы так или иначе связаны с военной тематикой. Главная цель – формирование у молодежи и подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей, активной жизненной позиции, а также развитие креативного мышления. Или же, например, подготовка к конкурсу тоже требует каких-то знаний, умений, навыков и презентовать себя, и запоминать много информации, которая требуется для защиты проектов. То есть в таком случае образовательный процесс происходит намного легче и понятнее для ребенка. То есть это и в игровой форме в том числе, когда ребенок что-то собирает своими руками, конструирует какие-то модели, или же занимается 3D-моделированием, как дети, которые недавно участвовали в конкурсе. И таким образом происходит естественное развитие ребенка в плане его интеллекта. Еще один конкурс, еще одно место. Важным критерием для победы было владение навыками создания чертежей и работа на лазерном оборудовании. В ходе создания проекта ребята посетили Ингушский государственный музей краеведения. Его сотрудники рассказали о Моздок-Малгобекской оборонительной операции и показали карту сражения, которая и была взята за основу проекта. В данном конкурсе мы заняли 3-е место. Мы вообще не ожидали, что даже попадем в 3 лучших, но, как видите, мы смогли, добились успеха, мы были очень рады, даже отметили это событие. Вот. И кому вы благодарны? Мы благодарны в первую очередь Амине, которая была нашим наставником, также ребятам, которые вместе со мной создавали этот проект. Уверена, это не последняя наша победа. Данный рывок, наоборот, даже замотивировал нас и в дальнейшем принимать участие во всероссийских конкурсах. Уже совсем скоро в Кванториуме стартуют инженерные каникулы. В рамках нацпроекта образования в стране заработает порядка 100 детских и 70 мобильных технопарков. Смены будут разделены на возрастные группы. Это дети от 7 до 15 лет. В этом году мы организовываем инженерные каникулы для детей от 8 лет. Это хорошая возможность для тех, кто еще не был у нас в гостях, не знает, что такое Кванториум и какие направления здесь есть. И также для тех, кто уже занимался, кто уже ходил к нам, это хорошая возможность дополнительно еще провести время в компании единомышленников, интересных детей и весело провести эти 10 дней, скажем так. Эта смена у нас идет 10 дней. Впереди ребят ждет интересная программа. Здесь ищут детей, которые хотят проводить свои каникулы с пользой. Ведь все знания, которые они получат, им осенью пригодятся. Хава Гагиева, Исмаил Коригов, Новости 24.